Радушный молодой человек. То есть вам вам такие услуги необходимы, да? Необходимо, конечно, потому что нас постоянно за деньги же мы ездим все время. Через день. Через служба социального обслуживания, да, вот это вот. Да. А сколько там проезд? Сейчас 70 рублей стоит. И как они вообще работают? Вас устраивала их работа? Ну вот иногда, вот сегодня тоже у них укороченный день получается, поэтому вечером нас возить не будет сегодня. Зато вас могут выручить как раз социальные водители, да? Ну вот Александр, допустим, да? Да, вот Александр возит нас как раз. То есть вы можете сказать, что это... Ага, недавно узнали, что такая вот акция идет, бесплатная. Откуда вы узнали? Социальный транспорт. Сами государственники. Да. Ага. Подождите, кто вам подсказал об этом? Ну, социальный транспорт. Диспетчер, да? Диспетчера, да. Сами живете, да? Они сами, получается, что ли, наводку дали, да? Да, они сами дали. Потому что некоторые ходят, как ты правильно говоришь, в церковь, там свечки стоят. Да, я говорю, что можно в церковь сходить, да, замолить грехи свои, допустим, да, потом выйти, получается, нагореть. А можно просто как бы помочь человеку, допустим, да, ну, и потом небеса, скажем так, свои дела оценят. Александр тоже самое, оказывается, инвалид, возит нас. Да, я тоже сам, получается, инвалид, и как бы это, понимаю их какие-то. А вам как вот эта служба? Устраивает эта служба? Ну, как бы, потребность есть, да, в этой службе? Конечно, есть. Деньги экономишь. А сколько примерно у вас уходит вообще на транспорт, на проезд? 73. Примерно в месяц. Видите, сколько, да? 3 раза будет. Ну, иногда на автобусе ездим, если есть возможность. Пенсия это небольшая, наверное, да? Конечно, небольшая. После диализа у нас, например, давление понижается, и нам трудно ездить на автобусе. Особенно тяжело после диализа, я знаю. Особенно тяжело, да, после диализа. Пользуясь случаем, да, я хотел бы вот обратиться сразу же к руководителям таксомоторных служб города, да, которых, ну, я как бы раньше тоже такси работал и прекрасно знаю то, что в принципе заказы есть не всегда, да, и те же самые таксомоторные службы, да, которых в городе огромное количество, могли бы сделать какую-то там, не знаю, квоту, там время выделить, да, определенное, или таксочасы, допустим, да, для того, чтобы обслуживать вот такие категории населения. Ну и ты еще можешь обратиться к этим, да, к руководителям предприятий, да, такие, которые занимаются, получается, автомагазины, там, не знаю, заправочную службу, да, тоже могли бы каким-то образом содействовать данному движению. То есть оказать какую-то спонсорскую помощь в виде, допустим, хотя бы ГСМ там, или технического обслуживания нашего транспорта.